Соңку күндөрү Токмок шаарында 16 жаштагы кыз зордукталды деген маалымат тарады. Бул маалымат боюнча биздин чыгармачылык топ барып жерине маалымат алып келди. Кылмышка шектелип жаткан Изаттын апасы Рана Рустамова коомчулукка кайрылды. Анын айтымында уулун 16 жаштагы кызды зордуктады деп жок жерден жалаа жаап жатканын, бул боюнча далилдер бар экенин, ошондой эле жабырлануучу тарап алардан 2 бөлмөлүү үй жана автоунаа алып бересиңер, болбосо каматабыз деп талап кылып жатышканына да токтоло кетти. Жена говорит, ничего не знаю, отдай, говорит, пусть машину отдаст ему, ей, и квартиру в Бишкеке берет. Говорит, ты дура, что ли? А ты дурак. Уважаемый Садыр Нургуджоевич, люди, делаю обращение к вам. Помогите, пожалуйста, что за беспредел творится. Закрывают моего сына, обвиняя его в том, что он изнасиловал 17-летнюю девушку. Они подавали заявление в Чуйске. У нас есть все доказательства на руках, у нас есть экспертиза. Но мать с дочками, угрожая моему ребенку, говорят, не закроем дело, пока не купишь квартиру двухкомнатную и машину. Что за беспредел творится? Выставляют везде фотографии моего сына, обвиняя его в том, что он насильник. Что вообще творится? Помогите, пожалуйста. У нас есть все доказательства. Сейчас они обратились в Бишкек. Из Бишкека сюда в Токмак. Я бабушка Изата Юсупова. Обращаюсь к блогерам, СМИ, которые все пишут неправду. Это все неправда. У меня внук не такой. Я его хорошо знаю. Все клеветают на него. Это все неправда. Он с этой девочкой дружил. Они хорошие знакомые. Она уехала в Москву, работала там. И что-то у нее какие-то проблемы были, не знаю. Она попросила Изата, чтобы он купил ей билет. Он купил ей билет, и он встретил ее в аэропорту и привез домой. За добро они отвечают зло. Пусть она побоится Бога, чтобы клеветать так на моего внука. Мать, оказывается, просит, чтобы мы купили ей квартиру в Бишкеке и машину купили. На какие деньги мы купим? Живем, альхамдулилля, мы живем нормально. У меня дети все работают, днем и ночью работают. Все токмакчане знают меня и моих детей хорошо. Все уважают нас. Мы люди такие, что, альхамдулилля, все нас уважают. Мы просим блогеров, чтобы написать всю правду. Если мой внук виноват, почему экспертиза чистая вышла? Он вышел чистый, экспертиза хорошая вышла. Зачем на людей так клеветать? Побойтесь Аллаха. Я прошу вас, мать ее, этой девочки, вы так не делаете, вы же тоже мать. Если мой внук виноват был бы, почему ваша дочка с ним до сих пор общается, они в Инстаграме вместе сидят. Она говорит, что это все мать делает, я ничего не делаю. Я хотела забрать заявление, мне мать не дает. Ваша дочка так пишет, зачем мне за все врать? Если мой внук такой изверг, почему вы вот эту какую-то розу подписываете нам? Она здесь причем, мы ее знать не знаем. Зачем нам это все делать? Вы сами соображайте, что вы делаете, на что идете. Вы хотите угробить свою родную дочь, вам ее не жалко? Побойтесь Аллаха. Мы подруги Светы Лавриковой, мы знаем ее по школе несколько лет уже. И она всегда была девочкой, которая много внимания, всегда пользовалась вниманием мальчиков, всегда одевалась открыто, общалась со многими, то есть давала номер многим. Она любила мужское внимание очень сильно. Да, и в данной ситуации сложившейся можно, как если подумать, то мне кажется, то, что она сама в этом виновата, так как она сама звонила ему, сама писала, сама приезжала. Она говорила, что он ей симпатизирует. Вот. И она сама попросила его забрать ее с аэропорта. А Света — это такой человек, она кайфовала от мужского внимания всегда. Это мое мнение. Она всегда звонила, она всегда позволяла мальчикам лишнего в свою сторону, она доводила до всего этого. Она кайфовала с этого.
И я не думаю, что Изат мог так поступить с ней, потому что Изат, по сути, другой человек. Он всегда был добрым и чистосердечным. Для меня Света виновата только в этом, потому что она просто спровоцировала, намного провоцировала людей. Да, она с многими пацанами, то есть выходила ночью к ним, пила. В той же самой заброшке, где якобы избили, она в этой же заброшке пила с многими пацанами. Она пользовалась их вниманием и тем, что они могли занять ей деньги. Старый. қалып тұрсың иә қазір үйіңде кім бар шыққанмын Жоқ, дебил, что ли, там батя у меня где дома, да. Граждане токмакчане, мы собрались здесь, чтобы разобраться в одном нашем деле, которое произошло недавно, инцидент. Просим пресс-службы обратить внимание на наше обращение, чтобы в скорейшем времени разобрались с этим делом. Это наш общий друг. Мы знаем, что на такого он не способен. Его семья находится вся в религии, и мы за справедливость. Изата я знаю давно. Мы соседи. 25 лет мы живем рядом, прям вот через забор. На моих глазах вырос он. Хороший мальчик. Никакой он не был хулиган, никаких у него выходок никогда не было. Нормальный ребенок, как все дети. Как все дети, которые растут. Уважение у него стопроцентное. Где бы ни встретил, всегда поздоровается. Про что я не могу сказать, у нас есть другие. Семья порядочная, нормальная. Но что случилось, я не знаю. Я не верю в это. Услышала это я вчера, мне прямо аж плохо стало. Не могу ничего плохого сказать. Нормальный парень. Уважение у него к старшим. Никогда не хамил, не дерзил, ни с кем не скандалил. Вот моя характеристика. Я соседка Изата Юсупова. Что я могу сказать про Изата? Абсолютно ничего плохого. Сколько лет я там живу? Я живу там уже 32 года по улице Фабричной, и они живут уже 25 лет. Лучше них соседей у нас нету. Рано и Азим замечательные, прекрасные люди. Ой, даже не знаю, слов нету. Вчера увидела, услышала про Изата такие Про Изата что я могу сказать? Замечательный мальчик. С детства выросла возле меня. Я живу прямо напротив него живу. Очень хороший мальчик. С детства возле моих глаз он вырос. Он у меня дома, можно сказать, вырос. Абсолютно отличный ребенок. В данный момент он очень, как сказать, трудолюбивый. Он, по-моему, днем и ночью работает. О нем я абсолютно ничего плохого сказать не могу. Семья ихняя замечательная. Очень уважаемые люди в нашем районе. Ничего плохого сказать не могу. Очень хорошие люди. А насчет этой случая, я посмотрела, 11 мая происходит этот случай. Я, конечно, удивилась, что Изат так мог поступить. А когда я увидела фотографии 11 мая вот этой девушки, я эту девушку, конечно, не знаю, не видела, но судя по фотографии, которую я видела 11 мая, я абсолютно уверена, пусть простит меня Всевышний, виновата тут девушка сама. Там никакого насилия не было. Правоохранительные органы, будьте, пожалуйста, бдительны, осудите правильно. Не надо никого, как я думаю, никого защищать, надо просто справедливо поступать, я думаю.